Таких университетов, научных центров в России тоже максимум на пальцах одной руки можно пересчитать. Научный центр на базе КФУ был создан по национальному проекту «Наука и университеты». Эффект от реализации нацпроекта сегодня стал главной темой встречи экспертов. Центр объединяет усилия ведущих нефтегазовых вузов страны и разрабатывает уникальные продукты и технологии в энергетике. И сейчас берется за сферу малотоннажной химии. Это очень острый вопрос. В связи с текущей геополитической ситуацией наши нефтегазовые компании лишились ресурсов и колоссального количества продуктов. И вот в рамках научного центра будут уже не просто разрабатываться, а уже внедряться в реальный сектор экономики продукты малотоннажной химии, которые позволят не только, так сказать, решить вопрос импортозамещения, а действительно стать и быть лидером Республики Татарстан и Российской Федерации именно по этому направлению. Свой научно-образовательный центр создают в Академии наук. Он будет работать в интересах всех предприятий. По нацпроекту 15 таких площадок открыты по всей стране. Мы будем в первую очередь поддерживать те направления, по которым у республики есть мощный и технологический, и производственный, и научный задел. Это новая химия, нефтехимия, новые материалы, инновационная медицина, агро- и биотехнологии, машиностроение, приборостроение и IT-технологии, конечно же. Высшее образование стало доступнее, но есть проблемы, отмечает депутат Госдумы Айрат Фарахов. 30% выпускников в итоге не трудоустраиваются по специальности. У аспирантов низкие стипендии, а закон о целевом наборе, принятый в прошлом году, пока не заработал. Сейчас Государственная Дума очень активно работает над большой экосистемой и целевой платформой, когда каждый работодатель, каждый муниципалитет, я не говорю даже о субъект, будет подавать на эту целевую платформу те объективные специальности, которые им будут нужны на горизонте минимум 5-6 лет, и конкретный человек, оканчивающий школу, мог бы сбалансировать, сопоставить свой горизонт, исходя вот из этой экосистемы. 2024 в республике объявлен годом научно-технологического развития. По опросу татарстанцев они ждут поддержки молодых ученых, открытия новых лабораторий и научных школ. Рассчитывают на то, что в Республике Татарстан будет продолжаться развиваться авиастроение и машиностроение. Они конкретно отметили, что хотели бы получить автомобиль на базе КАМАЗа, легковой автомобиль. Я не вижу, чтобы какие-то были проблемы с развитием науки и технологий в Татарстане. С моей точки зрения, развиваются в общем и целом лучше, чем в среднем по Российской Федерации. Нацпроект «Наука и университеты» продлен до 2030 года, но его результаты видны уже сейчас. На развитие науки страна направила больше 1,5 триллиона рублей. Лина Знатульна, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань.